Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о современном литературном процессе Бурятии, о развитии бурятской литературы на протяжении последних 3 десятилетий. С вами я, преподаватель Бурятского государственного университета, исследователь бурятской литературы Ирина Владимировна Булгутова. В 1996 году вышла в свет монография известного литературоведа нашего Василия Цырыновича Найдакова «Становление, развитие и распад бурятской советской литературы». В названии этой монографии обращает на себя внимание слово «распад». Василий Цырынович уже за 5 лет постперестроечных отмечает процесс деидеологизации. И, наверное, вот это слово «распад» относится именно к советской литературе, но никак не к самой бурятской литературе. В этом году, 2020, сейчас как раз в эти дни, выходит в свет монография другого нашего известного литературоведа Светланы Степановны Имихеловой. Она называется «Мозаика национальной жизни. О литературном процессе Бурятии в 10-е годы». Ну, то есть вот названия этих двух монографий символически перекликаются: распад и мозаика. Тем не менее, сегодня мы с вами сделаем попытку проследить какие-то закономерности, тенденции в развитии литературы, нашей литературы региональной. Саян Джембиевич Балданов выделяет в литературе Бурятии 2000-х годов несколько потоков, вот в связи с языком. Это бурятская литература на бурятском языке, это русская литература и как большой сегмент выделяет русскоязычную литературу, написанную бурятами. И вот за 2 этих десятилетия стало очевидно, что вот в этом потоке русскоязычной литературы, написанной бурятами, уже можно выделить литературу, написанную билингвами. То есть, как Намжил Нимбуев говорил, сравнивая русскую речь с голубем, который вьется в его гортани, а бурятский язык с беркутенком, который сидит в подъязычье, билингвов, и появился прям целый ряд писателей, поэтов, бурят по национальности, но не владеющих бурятским языком и считающих русский язык своим родным языком, говорящих об этом. Поэтому, наверное, это еще один поток, уже относящийся к русской литературе в большей степени. Сегодня у нас в республике очень много говорят о сохранении и развитии бурятского языка, но при этом почему-то мало говорят о развитии бурятской литературы. Между тем, мы все знаем, что в изучении языка, да, вот любой, кто изучает язык, знает, что есть разные уровни владения языком. Начальный, более продвинутый уровень. И наши писатели, пишущие на бурятском языке, как раз являются тем локомотивом, которые за собой ведут массы людей, стимулируя их к чтению, к говорению. То есть развитие бурятского языка, на мой взгляд, неотделимо от проблемы развития бурятской литературы. Поэтому мне хотелось бы вначале, конечно, поговорить о бурятской литературе последних десятилетий. В 90-е годы этот период активно пишет поэтесса Галина Роднаева. Да, вот это ее сборники, которые вышли именно в 90-е годы, их даже больше. Очень интересный и самобытный у нее стиль, формируются необычные метафоры, символы в контексте национальной литературы, свое лирическое «я», именно такой женский облик очень интересен, лирическая героиника у этой поэтессы. И вот она в 90-е годы, у Галины Роднаевой можно отметить такой рассвет, но Галина Роднаева продолжатель той традиции узетуевской еще, да, вот философской лирики, которая расцвела в 70-е, 80-е годы. Из молодых писателей, которые пришли на авансцену бурятской литературы в 90-е годы, конечно, нужно отметить Рахмета Шаймарданова. Вот в 90-м году вышел его сборник
Шылгдымылу Дышинуд, «Избранные вечера». И в 90-м году Хагжиме Ихин, и в 2004 году вышел сборник «Избранные вечера». Вот два небольших сборника, но по тому, что сделано, вклад Рахмета Шаймарданова в развитие бурятской литературы очень большой, огромный. И нужно отметить, что наши поэты в этот период, когда они ищут свое место, смысл своего творчества, происходит обращение к буддийской философии. И вот в бурятской поэзии этого периода очень такое заметное явление – это появление буддийских мотивов, символов. Ну, я не буду все стихотворения раскрывать, но, например, у Рахмета Шаймарданова есть очень интересная поэма «ЛГТ-Ирхеб», «Песчаные четки», и даже по самой структуре она напоминает перебирание по кругу четок. Одностишие, двустишие, трехстишие и так далее. То есть каждая последующая строфа больше на один момент. И по философской картине, конечно, это такое буддийское осознание жизни. В 90-е годы, значит, выходят сборники Матвея Рабдановича Чайбонова, вот Мининухат Амидабурхат, «Мои друзья, мои живые боги», песня такая потом появилась. Затем продолжает свое творчество представители старшего поколения, это Лобсын Тапхаев, 2000-е уже годы выходит его сборник «Открывая новую тетрадь», творчество Жоржа Ебухаева, это все та традиция, да, вот сформированная еще в рамках советской школы. Из новых пришедших в литературу это пока Рахмет Шаймарданов. Затем в начале 2000-х приходит в литературу Дышрабдун Дамбаев, поэт, который заявил себя как буддийский поэт, да, вот, и именно заявил, и вот даже в названиях его сборников Мухазуло, Сансара, Сумсаган Сетхил как раз можно увидеть эту традицию. Но вот если для европейского читателя наличие поучения, назидательности не является явлением эстетическим, то для бурятской литературы, как восточной по своим истокам, это традиционный жанр. Но я бы не сказала, что у Дышрабдуна Дамбаева есть прямое поучение или назидание, у него скорее вот именно рассуждение, самоанализ, рефлексия, да, вот свои открытия, свое понимание жизни, наблюдение жизни есть вот в этих сборниках. То есть все эти поэты движутся вот в таком русле, то есть когда советская идеология была утрачена, да, но как один из питательных истоков национальной культуры приходит буддийская философия. Не просто даже как религия, а именно как философия. И затем мы видим, как в 2000-е годы выходят книги даже Дандопа Ачирова, да, вот все эти тенденции тоже можно проследить в его творчестве. Новое имя вот из молодых приходит Амгалан Будаев, у него еще есть ряд других сборников. Вот, нам же очень ценны именно те поэты-писатели молодого поколения, которые приходят и ведут за собой других. Очень интересное явление в литературе бурятской, наверное, это женская поэзия, да, вот, то есть у нас очень много поэтесс, ну, продолжателей традиции тоже, Галина Базаржапова, Дулгар Доржиева, да, есть еще очень много сейчас в сети, появилась сетевая поэзия на бурятском языке, и я бы даже обратила внимание, что там очень много женщин-поэтесс. Я думаю, что явлением заметным в 2000-е годы является песенная поэзия, да, вот интересные можно увидеть произведения у Чингиса Гуруева, Николая Шабаева, следует отметить. То есть, что же касается прозаических жанров, то произведений в эти годы создано гораздо меньше. Вот из рассказчиков
нужно отметить появление книг Сергея Доржиева. Сейчас он у нас председатель Союза писателей Республики. Александра Лыгденова, несколько книг появляется, это тоже сборники рассказов. Единственный роман, который вышел в 2000-е и 2010-е годы на бурятском языке, это роман Цыдыпа Цырин-Доржиева о Бхагаване Доржиеве, выдающемся бурятском ламе начала 20 века, Хододо Удыр Вайдыггойн. «Не всегда бывает день», 2012 года роман, большое произведение, полотно. Появляются новые имена. Вот, например, писатель билингв Булат Малонов, Мобу. Это тоже сетевая литература, да, вот зарисовки, рассказы, которые были рождены на просторах интернета, как сказано в аннотации, да. Вот такая действительно мозаика жизни, очень интересно следить за какими-то вкраплениями на бурятском языке в русский текст. Вот, отражая тоже, видимо, современность, пишет молодой писатель наш. Но следует все-таки сказать о том, что в последние десятилетия наиболее интенсивно развивающейся частью литературы Бурятии является русскоязычная литература бурят, что можно проследить в жанре исторического романа, да, вот в таком новом историзме, новом витке романного мышления именно в это время. В 91 по 97 год выходит в свет роман Владимира Гармаева «Десятый Рабджун», обращающийся к периоду с 1567 по 1626 год. И вот даже само название, да, вот летоисчисление в национальном стиле, да, Рабджун — это 60 лет, 5 12-летних циклов, говорит о том, что хотя это произведение написано на русском языке, но воссоздается национальная картина и национальная история. Затем в 2010 году выходит в свет роман Владимира Гармаева «Джамуха». Написан он от первого лица, от лица соратника Чингисхана Джамухи. И тоже своя концепция истории. И в период с 10 по 18 годы и до сих пор Алексей Гатапов пишет свой роман «Темуджин». Вот здесь только первая, вторая книга, всего вышло уже 4 тома. Да? И вот роман о Бхагаване Доржиеве я уже упоминала. Да? И возникает вопрос, в чем же смысл обращения бурятских писателей к истории, к национальной истории. Дело в том, что вопрос, кто мы и откуда, да, всегда возникает в те периоды, рубежные, переходные периоды. Да, и, допустим, если расцвет бурятского романа в 50-е, 60-е годы, несомненно, одним из глубинных основ этого рассвета был поиск национальной идеи, безусловно, на рубеже веков тоже очень важное значение, наверное, да, приобретает национальная проблематика, то есть обращение писателей к истории, к традициям, чтобы осмыслить современность. Да. И вот в этом смысле, допустим, 10-й Рабджун Владимира Гармаева очень интересен авторской концепции, что ли. Это трилогия Улуси Алтынхана, Бальжин Хатын, Бабжи Барс Батыр. И хотя вот в названии поставлены имена героев, да, там очень интересно показано, как народ Хори, решается его судьба, все время проходят собрания старейшин рода, да, вот всех 11 родов, и в этих долгих обсуждениях все время вожди племен ищут и определяют тот или иной ход развития, заботясь и думая прежде всего об общем благе, да, вот об общем благе, о благе своего рода и племени. У Владимира Гармаева есть роман-эссе «Хоры», в котором уже доминирует, наверное, документальное начало. И об этом тоже следует сказать, потому что в 90-е, 2000-е годы многие наши писатели
обращаются к документальным жанрам. Да, вот Владимир Метыпов, например, пишет больше вот именно вот в этом русле вещи. Ардын Грахаев «Небо и земля», у Владимира Гармаева есть, у Баиры Дугарова «Сутра мгновений», это тоже дневниковый, вот такой дневниковое повествование. У Владимира Бараева в «Улигере о детстве» можно тоже отметить любовь и такую опору на документ. Ну, если говорить строго, появление документального начала в художественной литературе, наверное, не то чтобы отрицательное явление, но художественная литература все-таки предполагает создание образов. Да, в первую очередь, как Пушкин говорил, над вымыслом слезами обольюсь. И вот был период, когда сила этого вымысла в бурятской литературе вот ослабевает, что ли. Вот как раз вот в этих исторических романах, когда писатель, у него есть какие-то архивные документы, свидетельства, источники, но он создает свою концепцию, свой художественный образ. Вот там как раз можно увидеть вот действительно настоящую литературу, которая имеет эстетическую ценность. Значит, очень интересный, на мой взгляд, произведение роман «Темуджин» Алексея Гатапова. Да, вот я говорю вот такую формулу. Это роман о Чингисхане, который мог написать только бурят. Настолько здесь, интересуясь личностью Чингисхана, да, воссоздавая ее масштаб, интересуясь феноменом того, что есть власть на иррациональном каком-то, бессознательном, может быть, даже уровне, Алексей Гатапов обращается к традициям, обычаям, к миропониманию, сформированным в бурятской среде. И вот в этих русскоязычных романах я хотела вот как общую тенденцию отметить, да, очень большой сегмент бурятской лексики. Как один русский читатель говорил, как читать 10-й Равджун Гармаева. Да, вот там столько бурятских слов, и вот если взять тексты, можно увидеть множество примечаний, да, вот, которые отсылают к национальной культуре. Да, вот. И вот то же самое в Темуджине Гатапова можно увидеть вот такой очень даже солидное примечание, да, вот объяснение слов, которые даны именно в бурятском, монгольском варианте. Тут представление, вот та реконструкция верований бурят, да, вот периода Чингисхана, она очень здесь интересна. Ну, давайте я вот просто даже, может быть, на примере 4-го тома покажу. 4-й том романа «Темуджин» посвящен мотиву облавной охоты, ЗХТАВ, да, традиционная облавная охота у бурят, которая была и в то же время, наверное, учением, как бы военными учениями. Да? И вот здесь, когда происходит облавная охота, это и испытание героя, и как бы возможность получить новый опыт, да, новый опыт. И, значит, в «Сокровенном сказании» есть высказывание Чингисхана о том, что человек должен охотиться, соблюдая меру и срок. А тут же как раз ситуация вот такой избыточной удачи, когда жадность уже таит гибель для самих загонщиков. И вот эта стихийность многих жизненных процессов описана вот здесь очень интересно. Ну, давайте я зачитаю из текста. «Звериное стадо, раз сдвинувшись с места, в безумном страхе понеслось в сторону опушки. Страх их передавался от задних к передним, и бежали все теперь неудержимым потоком, сметая на своем пути все, что не держалось на месте. По лесу раздавался тяжелый гудящий звук, похожий на шум таежной бури, выворачивающей стволы деревьев. Хлынула мешанина собранного со всей таежной котловины зверья, поднимая облако снежной пыли, несметной поголовье, вываливалась в открытую степь. Впереди лавы текли тысячные гурты, косуль, кабарги. То есть вот этот поток
зверей здесь мне, например, вызвал ассоциации. Вот сегодня, когда мы в современности говорим о феномене толпы, о феномене масс, о стихийности. И вот Темуджин как раз здесь учится определять это направление бессознательного потока из жизни, да, и делает вывод для себя, что большое количество зверей легче напугать, чем малое, потому что они сами на себя наводят страх. Таковые люди, они также поддаются обману. Большую толпу легче напугать, чем малую. Это когда-нибудь может пригодиться. Ну, вот такой, например, пример, да, вот когда писатель, обращаясь к традиции, ну, заготава коллективная охота очень хорошо описана, например, у Матвея Николаевича Хангалова, об этом можно прочитать. Ну, вот это очень увлекательное чтение, если произойдет процесс включения. В то же время за счет языка, конечно же, надо отметить, что, наверное, это традиции тоже русского такого реалистического романа толстовского, наверное, типа с всезнающим автором. То есть вот и 5-й том еще пишется, и читатели, этот роман уже нашел своих читателей, я думаю, что их число будет больше. Примечательное явление в литературе последнего десятилетия, на мой взгляд, произведение Владимира Бараева «Улигер о детстве». Да, вот само название «Улигер» уже содержит отсылку к национальной литературе, и в то же время это образец автобиографической прозы, документальный, на первый взгляд, да, потому что тут очень много цифр, фактов, воспоминаний, свидетельств, но и как бы выстроена, попытка есть выстроить хронологии по времени, но в то же время она построена по законам вспоминающего человека, по законам памяти, да, а воспоминания всплывают не по какой-то логике хронологической, да, естественной, а по ассоциативной логике. И с одной стороны, это рассказ только о своей, казалось бы, да, индивидуальной судьбе, но образ эпохи советского времени во всей ее сложности и противоречиях здесь показан. Вот, то есть те репрессии, которые происходили, да, вот, пожалуй, в Сыму-Сак, ну, есть такое произведение на бурятском языке, об этом сказано. Ну и вот у Владимира Бараева очень последовательно прослежена история репрессий у бурятского народа, вот все их этапы, и, в общем-то, документальное свидетельство тут есть. И очень неожиданно, я не знаю, в снах, в таком субъективной интерпретации произведений, здесь, когда герой ищет, хочет понять себя, кто я, бурят или русский, да, потому что он уехал и был вынужден там жить, где мое место, да, и вот для того, чтобы себя осознать, ему очень помогает осознание своего генотипа, наследственности, потому что Владимир Бараев представитель шаманского древнего рода, ведущего свои истоки с глубокой древности. И, как сам Бараев говорил, здесь есть и Толстой, и Маркес, и мы можем увидеть как раз эту историю, этот шаманский сюжет. Да, вот, кстати, его можно проследить во всех произведениях бурятских авторов последних десятилетий. То есть, с одной стороны, буддийские мотивы и символы отчетливо прослеживаются в лирике, а вот в больших романах можно увидеть ту запретную в советское время тему, да, но тоже то, что есть у истоков бурятской культуры, это шаманский сюжет. И много тут именно историй, связанных с легендами, мифами, не знаю, снах своих, да, вот именно бурятские шаманские представления здесь раскрываются. И, то есть, вот эта книга тоже по-своему дает свой взгляд и интерпретацию современности. И говоря о бурятском романе, бурятском русскоязычном романе последних десятилетий, мне кажется, нельзя не сказать о таком интересном произведении Владимира Карамаева. Это его последнее произведение «Копачи». Была задумана трилогия, написаны и опубликованы 2 части, а 3-я часть осталась недописанной.
Чем интересен этот роман Владимира Гармаева? Это роман бурятского писателя, написанный на русском языке об эвенках. И удивительно, вот когда Владимир Гармаев ставил национальную проблематику на примере своего рода Хори, в «Десятом Раджуне», в романе «Эссе Хоры», да, это было очень близко, и это было очень наболевшим таким для него вопросом. Но когда этот вопрос он поставил уже на примере другого народа, да, автохтонного народа Сибири, очень хороший по художественным достоинствам роман получился. Он опубликован в 2015 году, вот вторая его в 2014 и 2015 году в журнале «Байкал». Я вот хотела бы обратить внимание вот на вторую часть, Девенкийский роман, именно это вторая часть, «В низовьях родовой реки», когда через призму эсхатологического мифа о конце света, да, там показана гибель одного венкийского рода от черной оспы. Но вопросы, которые рассматривает писатель, относятся именно к конфликту, наверное, природы и цивилизации, да, о том, как цивилизация губит природу. Может быть, в литературе, конечно, уже ставился не раз этот конфликт, но на материале вот этого сибирского народа и с использованием мифологии очень пронзительно звучит вот эта проблематика, природа бурятского, севера Бурятии очень хорошо там показана. И я считаю, что этот роман тоже является таким заметным явлением литературной жизни последних десятилетий. Таким образом, в бурятской литературе мы видим, есть очень интересные, достойные произведения, ждущие своего читателя. Взлет такой романа, да, вот исторического романа и романа вообще, наверное, закономерен, потому что роман имеет личностную проблематику, да, и сегодня в нашем пространстве, наверное, это очень важно, чтобы у нас формировалось личностное самосознание, вера в человека, в его возможности.